Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба мы вновь собрали для вас самые важные события и тенденции вокруг Абхазии. Все, что актуально на данный момент, что касается нас прямо или косвенно, или влияет на имидж республики. Итак, начнем. В эти дни исполнилось 30 лет со дня начала Отечественной войны народа Абхазии. Как известно, 14 августа войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги ввели на территорию Абхазии танки и военные силы. Начались первые бои. Уже через несколько дней Сухум и Гагра оказались в руках захватчиков, а город Тхуарчал был в блокаде до последних дней войны. В этой передаче мы не хотели бы останавливаться на пересказе событий тех времен, а скорее сказать о том, как сегодня, спустя 30 лет, грузино-абхазская война освещается в различных СМИ, какой анализ дается тем событиям. Начнем с российских средств массовой информации. Большой материал, посвященный 30-летию тех событий, подготовила издание лента.ру. Море, горы и война. 30 лет назад грузинские войска вошли в Абхазию. Как два народа воевали за самый красивый уголок СССР. Так называется этот материал, который идет в сопровождении большого числа фотографий Александра Неменова времен войны. На них в основном грузинские гвардейцы, кадры военной хроники, захватчики на военной технике, интересные и довольно редкие кадры абхазских городов во время войны. В принципе, под каждым фото все обозначено и указано. И именно фотографии заслуживают отдельного пристального внимания в этом материале. Текст статьи, который довольно подробно описывает причины войны и их хронику, в некоторых местах все же не точен. Так, в самом начале мы встречаем фразу о том, что война шла почти 2 года и в ней погибло 17 тысяч человек. Интересно то, что в статье также идет анализ и поствоенных событий, и грузино-абхазских отношений, и посредничества России в переговорных процессах. Упоминаются важные даты, такие как подписание в Москве соглашения о прекращении огня в мае 1994 года, введение миротворческих сил, начало Женевского переговорного процесса и многое другое. Издание «Эхо Кавказа» вспомнило о том, что в эти дни и в 1997 году происходили важные события в Тбилиси. Туда с первым и последним визитом прибыл вместе с тогдашним министром иностранных дел России Евгением Примаковым первый президент Абхазии Владислав Ардзинба. В своей статье для «Эхо Кавказа» журналист Виталий Шари обращается для восстановления хроники тех событий к одному из участников поездки в августе 1997 года, журналисту Руслану Хашиг. Вот что отметил Хашиг в интервью автору «Эхо Кавказа». Надо здесь вспомнить, с конца мая почти месяц в Москве проходили очень активные плотные переговоры между Грузией и Абхазией при посредничестве МИД России. Непосредственно подключился лично министр иностранных дел Евгений Примаков. И стороны пытались согласовать большой политический документ по урегулированию грузино-абхазских отношений. Насколько помню, отмечает Хашиг, сперва министры иностранных дел с грузинской и абхазской стороны, потом подключился Владислав Григорьевич Ардзинба, выехал в Москву. Где-то в середине июня был согласован документ, стороны уже обсуждали конкретную дату и место его подписания, а потом, как всегда, грузинская сторона отказалась подписывать уже согласованный документ, стала редактировать его, вспоминает Руслан Хашиг. В статье также отмечается, что в тот август 1997 года во время отдыха Примакова в Сочи там состоялась его встреча с Ардзинба. Примаков все же хотел добиться некоего грузино-абхазского соглашения, считая это делом как своего личного престижа, так и престижа России. Владислава же, говорит Хашиг, волновало тяжелое социально-экономическое положение Абхазии, которое невозможно было улучшить без смягчения ее блокады со стороны стран СНГ, условием чего Москва выдвигала подвижки в грузино-абхазских переговорах. В статье также очень подробно описывается, каким шоком стал для грузинского общества неожиданный приезд Ардзинба в Тбилиси еще и в день начала войны 14 августа. Многие не могли поверить в то, что это именно Ардзинба приехал в Тбилиси. В завершении статьи отмечено, что в Абхазии были убеждены, что руководитель Советской Абхазии Нестор Лакоев
Якоба был вероломно отравлен за обедом в доме Лаврентия Берия. И когда спустя 2-3 года после визита в Тбилиси Владислав Арзенбат тяжело заболел, у него начались проблемы с речью, эту аналогию стали проводить уже гораздо более активно, утверждая, что на Арзенба в Тбилиси воздействовали с помощью какого-то излучения и так далее. Руслан Хашик считает эту версию несостоятельной, отмечено в статье. Просто на здоровье Владислава Арзенба, по его убеждению, сказались огромные психологические нагрузки, которые ему пришлось пережить во время и после войны. Самые дружелюбные, в кавычках, материалы о событиях тех лет были опубликованы в эти дни на украинских и грузинских сайтах. Там можно даже просто по заголовкам пройтись. Квазиреспублика образца 90-х годов. 30 лет назад началась грузино-абхазская война, ключевую роль в которой сыграла РФ. Именно так называется статья, в которой обозначаются причины начала войны таким образом. 23 июля 1992 года Верховный Совет Абхазии на заседании, которое бойкотировали депутаты-грузины, возобновил действие Конституции Абхазской Советской Республики 1925 года, согласно которой Абхазия является суверенным государством. Это решение не признало международное сообщество, пишет автор статьи. Видимо, международному сообществу как раз в тот момент было до того, что происходило в наших республиках. Далее автор продолжает. Затем начались массовые увольнения грузин из силовых структур автономии, а также создание так называемой Абхазской гвардии. В ответ грузинское руководство ввело войска в автономию, сославшись на необходимость охраны железной дороги, которая использовалась как единственный маршрут транспортировки грузов из России в Армению. Вот и все объяснение. Особенное внимание во всех подобных статьях уделяется роли России в событиях 30-летней давности. Цитата. В октябре 1992 года абхазы и их союзники из России, пишет автор статьи, отбили Гагру и установили контроль над стратегически важной территорией, прилегающей к российской границе. Они наладили снабжение и российской части Кавказа и начали готовиться к наступлению на Сухуми. По данным Грузии, в штурме Гагры участвовали российские танки. Абхазы утверждали, что якобы используют трофейные вооружения. Конец цитаты. В нашей сегодняшней передаче мы предлагаем вам интервью с политологом и историком Николаем Трапш и хотим как раз поговорить о том, как спустя 30 лет поменялась парадигма освещения событий той войны. Николай, здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня мы хотели бы поговорить о той теме, которая, в принципе, занимает уже нас несколько дней, я имею в виду в Абхазии. Это 30-летие событий августа 1992 года, когда началась Отечественная война народа Абхазии. Очень часто ее также называют грузино-абхазской войной. Ну, в Грузии ее называют войной в Абхазии. То есть даже вот эти разночтения уже о многом говорят, я думаю, да, разные такие названия. Хотелось бы в первую очередь, чтобы мы рассуждали о том и узнать ваше мнение, как вам кажется, изменилось восприятие этой войны даже в тех же средствах массовой информации, если сравнивать, например, 90-е годы, сразу поствоенное время, или, может быть, даже конец 90-х, 2000-е годы, и сейчас? Вот какие тенденции вы наблюдаете? Спасибо, очень важный и актуальный вопрос. На самом деле восприятие меняется, как и все в истории, с течением времени, и с течением времени живое восприятие событий, личное ли участие или восприятие по словам очевидцев, рано или поздно уступает место сконструированным образом. И здесь ключевую роль играет кто и как эти образы конструирует. Если в 90-х годах главным источником информации о войне были воспоминания непосредственных участников, живое общение с ними, ну, практически не было семьи, в которой не присутствовали бы один, два, а то и больше как бы непосредственных участников событий, и именно они формировали картину. Это не значит, что не было ничего в прессе, не было ничего на телевидении, но тем не менее главные акценты расставлялись именно вот в таком живом диалоге. А чем дальше мы удаляемся от этого времени, тем менее
не то что актуальным для семьи становится эта тема, тем больше внимания уделяется тому, как это оценивается экспертами, оценивается политиками, оценивается журналистами, и возрастает индивидуальный и общественный интерес к этим процессам. И нередко как бы вот эти картинки начинают друг на друга накладываться. Чем дальше мы от военного времени уходим, тем большее значение имеет сопряжение этих картинок. Поскольку вот сейчас мы наблюдаем, допустим, ну не только в России, в Абхазии, вообще на постсоветском пространстве совершенно разное восприятие событий Великой Отечественной войны, и картинка, собственно говоря, та же самая. То есть только время прошло разное. И сейчас уже как бы у нас нет практически прямых очевидцев, и мы вынуждены опираться на ту информацию, которая у нас есть в других источниках. И здесь как бы принципиально важно, и что, по крайней мере, для меня отрадно применительно к Отечественной войне народа Абхазии, что вот этот живой диалог, диалог тех, кто участвовал, он не только существует на уровне личной коммуникации, он существует и в информационном пространстве. И даже вот те как бы программы, которые я вижу там по абхазскому телевидению, то, что я читаю в абхазской прессе, везде есть место не только тем, кто рассуждает с точки зрения знаний, аналитики, там, истории, но и тем, кто непосредственно в событиях участвовал. И очень как бы хорошо, что у нас есть и профессиональные историки, которые непосредственно участвовали в этих событиях, вот, например, Аслан Авицба, и можно как бы услышать взгляд человека, у которого с одной стороны есть живое восприятие исторического события, а с другой стороны как бы есть глубокое научное знание о том, как анализировать эти процессы. Поэтому понятно, что восприятие изменилось. Понятно, что острая боль от потери, она у всех осталась, потому что всегда и каждую минуту мы вспоминаем тех, кто во время этой войны ушел. Но, с другой стороны, сейчас появляется возможность на многие процессы, которые проистекали накануне войны, во время войны, после войны, взглянуть более рациональным взглядом. Это нисколько как бы не меняет нашей памяти о наших близких, тех, кто в этой войне участвовал, тех, кто в этой войне, к несчастью, ушел. Но это меняет наше представление о том, какие векторы задала война для развития нашего общества. Как мы должны использовать опыт того времени и те достижения, которые были большой ценой куплены в современных условиях. То есть сейчас, как бы по сравнению с 90-ми, наступило время не эмоционального диалога, а такого, что ли, зрелого осмысления, насколько мы использовали вот эту победу, насколько то, что мы сделали к сегодняшнему дню, соответствует как бы ожиданиям тех, кто эту победу создавал, насколько как бы то, что делает наше молодое поколение, или, скажем, поколение среднего возраста, которое войну в меньшей степени застало, сейчас можно говорить, для того, чтобы не только память о войне сохранилась, но и те достижения, которые имелись, не были каким-то образом растрачены и работали бы на благо Абхазии. Спасибо, вы затронули очень важные темы, но все-таки говорили, как мне кажется, больше о внутриабхазской повестке, внутри абхазского общества, в том числе говоря о том, что там на экране нашего телевидения и абхазских СМИ, то есть очень идет такое важное упоминание, восприятие этих событий, действительно есть диалог с теми, кто непосредственно участвовал в тех событиях, и это действительно важно, но я хотела бы немножко сделать акцент на другом, и как раз поговорить о том, что, например, за пределами Абхазии, в той же России, понятно, в Грузии, да, в других странах, все-таки есть ли, потому что я очень, например, часто общаюсь с людьми из России, условно, слышу о том, что они совершенно не знают, очень часто вопрос, о чем была эта война, да, о чем была эта война. Есть ли, например, у граждан России вот эта возможность сейчас спокойно, например, выйти в интернет, прочитать какие-то действительно солидные какие-то исследования, какие-то статьи и узнать, я имею в виду для того, кто потребляет эту информацию и ищет эту информацию о войне не в Абхазии, а в России. Вот как вам кажется вот в этом смысле?
Здесь совершенно очевидно, что за прошедшие 30 лет сформировалась полноценная научная экспертная традиция, освещающая Отечественную войну народа Абхазии. Другой вопрос в том, что востребована ли эта традиция российским обществом, и здесь мы должны совершенно четко понимать, что уровень запросов среднестатистического россиянина, даже если он собирается на отдых в Абхазию, он в большей степени сводится к тому, какие там цены, погода или, не дай бог, какие-то конфликты, которые имеют место быть и усердно раздуваются всякими не очень, скажем так, белыми, скорее желтыми СМИ, чем изучать историю, культуру. А здесь, когда они уже попадают на место и могут, так сказать, при знакомстве и с историческими памятниками, и при живом общении, интерес у многих проявляется. Я действительно знаю людей, которые, вот, пообщавшись и впервые узнав, собственно, о самом этом конфликте в Абхазии, потом приезжают в Россию, задаются вопросами, задают вопросы тем, кому можно задать, читают публикации, не только популярные, но и научные в интернете, благо их больше, чем достаточно. Но в целом мы должны совершенно четко понимать, что общественное мнение, общественный интерес — это вещь крайне переменчивая. То есть, если там, скажем, в 90-е годы эти вопросы российское общество в достаточной степени занимали, да и по большому счету в первой половине 2000-х годов, то после признания Абхазии и Южной Осетии в результате пятидневной войны это для значительной части российского общества стало абсолютной обыденностью. Ну, как с определенного момента это стало обыденностью ездить что в Абхазию, что в Грузию, что там за пределы страны, в Турцию, например, или в Объединенные Арабские Эмираты. То есть здесь острота именно самой конфликтной ситуации, пережитая там народом Абхазии, пережитая вместе с ним и частью, так сказать, несомненно, российского общества, оно как-то остается вне живого общественного интереса. То есть российское общество сейчас занимают несколько другие проблемы. Но если кто-то из этого общества желает познакомиться с проблемой, то для этого есть все условия на любой вкус, на любой интеллект и на любую степень интереса. С грузинским обществом несколько иная ситуация. Понятно, что любое военное поражение, сопряженное с жертвами, сопряженное с трансформацией национальной идеи, оно воспринимается болезненно, и вот эта болезненность, она влияла на восприятие событий, в том числе и публицистическое, и научное, и общественное, и во второй половине 90-х. И в начале 2000-х годов, и особенно оно обострилось, опять же, после признания независимости Абхазии и Южной Осетии. Ну а с другой стороны, мы-то наблюдаем и иные процессы, что эта проблема, да, она остается в общественной повестке, тут она не может некоторое время не оставаться. Но сказать, что к ней проявляется колоссальный интерес, вот мы сейчас посмотрим, если обращение, к чему обращаются жители Грузии, так сказать, исследуя современную информационную повестку, то мы увидим, и есть по этому поводу самые разные экспертные заключения, что это далеко не абхазская проблема. И даже далеко не юго-осетинская, хотя она встречается чаще. А проблемы, связанные с внутренним развитием Грузии, с противостоянием двух политических блоков, там, с отношениями Грузии и России в целом, с тем, как Грузия вести себя в условиях там, турбулентных конфликтов на евразийском пространстве. Но и опять же, сказать, что среднестатистический житель Грузии, он готов, хочет и стремится к тому, чтобы воспринимать это на уровне научной или экспертной повестки, это будет преувеличением. Да, для них это важнее, чем для россиян, но опять же это важнее на уровне, так сказать, памяти, на уровне эмоционального восприятия, на уровне социальной коммуникации, а не на уровне попытки проанализировать это с точки зрения науки или экспертной деятельности. А если мы остальное постсоветское пространство возьмем, и даже не только постсоветское, а возьмем там даже ту же Турцию,
то здесь это уже как бы тема совершенно периферийная. В Турции периодически интерес к этому возникает, но он возникает исходя из внутритурецких реалий в первую очередь и особенностей турецкой внешней политики, нежели из восприятия самого конфликта, в том числе и нашей диаспоры. И это нормально и логично, потому что, да, люди помнят, люди проводят акции, мероприятия, в том числе и в годовщину событий, или радостных, или грустных для нас, но, тем не менее, они не могут все время проживать эту память каждый день, тем более подрастающие поколения. Это закон жизни. И здесь уже на повестку дня, как и в абхазском случае, выходит вопрос правильного сохранения исторической памяти. Для этого многое делается, но это отдельная совершенно проблема. Я вот постарался как бы так в комплексе это все собрать, насколько это у меня получилось. Спасибо большое. И один уточняющий вопрос. Вы уже упомянули Аслана Авицба, который действительно очень много пишет, как историк о войне. Да? Вот, а может быть еще несколько других каких-то важных, как вам кажется, трудов других ваших коллег-историков, именно посвященных войне? Просто некое перечисление. Ну, я сразу оговорюсь, да не обидятся на меня остальные коллеги. Я скорее скажу по фамилиям, нежели по названиям трудов. Очень большой вклад внес, к сожалению, ушедший от нас Валику Пачуля, как бы написал несколько очень фундаментальных работ, посвященных именно военному анализу, глубокому того, что происходило. При этом помноженному на знание и социальной ситуации. Очень глубокие исследования есть у наших коллег российских, у Александра Скакова, у Сергея Маркедонова, есть у Вадима Муханова, у Владимира Новикова. Ну, можно достаточно долго перечислять. Сейчас подрастает, не буду давать больших авансов, хорошая генерация молодых абхазских исследователей, которые в том числе занимаются и проблемами 20 века, и проблемами Отечественной войны народа Абхазии. Поэтому я совершенно четко уверен, что есть и те, кто уже сейчас готов, и те, кто уже сделал и внес свой вклад, но есть те, кто и способен будет его сделать в дальнейшем. Поэтому интерес и научный, и экспертный к событиям начала 90-х годов для Абхазии, с одной стороны трагическим, с другой стороны действительно ознаменовавшим возвращение ее государственности, он был, есть и будет. И очень важно, чтобы не только абхазское, но и российское общество вот правильно употребило это информационное богатство, и это работало бы на как бы будущее предотвращение любых возможных конфликтов в нашем регионе. Огромное вам спасибо за то, что, как всегда, ответили на наши вопросы. Пожалуй, на этом сегодня все. Мы будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.